Внимание, наши братья и сестры, в нашей молитве будем петь 118-й псалом. Блаженный непокорный. Ходящий
135 псалом. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Дорогая церковь, слава нашему Господу за милость Его к нам сегодня, за милость, что наша церковь знает путь истины, что наша церковь знает Бога живого, что церковь наша знает Его волю, Его субботы, Его законы, Его уставы, те постановления, которые нам Бог заповедал и передал нам сегодня в наше время. За это, конечно же, спасибо нашему Богу. Знаете, нам сегодня Бог дает такую милость жить и пить эту воду жизни, черпать с источника, с ручья эту воду жизни. Знаете, она как будто течет сегодня из рук Бога в наши сердца, в наши тела. Потому что благодаря нашему Богу и этому источнику мы живем, мы исправляем свои сердца, мы обновляемся. Как-то написано в книге Ездри, в 21 главе, вы сидите, немножко буду читать. Ездра говорит, что «После 7 дней помышления сердца моего опять были для меня крайне тягостны. Но душа моя прияла дух разумения, и я снова начал говорить пред Всевышним. И я сказал: О, Владыка Господи, Ты из всех лесов на земле, из всех дерев на ней избрал только одну виноградную лозу. Ты из всего круга земного избрал себе одну пещеру. Ты из всех цветов во вселенной ты избрал себе одну лилию. Ты из всех пучин морских наполнил для себя один источник, а из всех построенных городов осветил для себя один Сион. И из всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу. Из всех сотворенных скотов ты избрал себе одну овцу. Из всех многочисленных народов ты приобрел себе один народ и возлюбил его, и дал ему закон совершенный. И мы видим и знаем, что не было другого народа, которому давался закон. И сегодня мы с вами пьем с того же источника. Нам также сегодня дан закон, тот закон, через который сегодня мы можем спасти себя, своих детей, свои семьи. Тот закон, который, исполняя, написано, человек будет жить вечно. В свое время в нашей церкви также Бог, начиная от пресвитера брата Бориса, когда человек открыл первый лист, этот источник влился в нашу церковь. Я сегодня, знаете, буду читать книгу Сираха, 24 главу, она будет о мудрости, где человек ее должен брать, эту мудрость. И написано в 24 главе в книге Сираха, когда мудрость показывает свою величину во всех делах своих, она и отвечает: «Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмам и Яковлевым. Он насыщает мудростью, как Весон, и как тигр во дни Новин. Он наполняет разум, как Ефрат, и как Иордан во дни жатвы. Он разливает учение, как свет, и как Гион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания, не исследует также последний, ибо мыслью полнее моря, и намерению глубже великой бездны». Сама мудрость говорит, это книга завета. Сама мудрость говорит, что мудрость – это священное писание. Мы сегодня много слышали о воспитании детей, о той любви находиться в Доме Божьем. Это все мудрость, которая дается людям. Та мудрость, которая черпается из Священного Писания. Я немножко выше говорил, начиная от первого пресвитера, брата Бориса, который все время открыл местописание, и эта жизнь пошла. И мы видим наших руководителей, наших священников, пастырей, которые вели церковь, ведут сегодня. Чья это милость? Конечно же, милость Божья. Та милость, которую Господь давал руководителям церкви, которые, читая Писание, читая законы, зная, ведя церковь, наставляя народ. И мы видим сегодня, что церковь живет, что церковь благословляется, что есть куда идти, есть где славить имя Божие. В свое время, когда мы знаем историю Иисуса Навина,
И когда человек этот был с Моисеем, немножко зачту это местописание, и после смерти Моисея Господь говорит человеку, что тебе нужно для того, чтобы тебе жить. Жить тебе, жить твоему народу. Для того, чтобы тебе жить и правильно поступать на этой земле, и чтобы я, Бог, был всегда рядом с тобой. Вы сидите, я также немножко зачту это местописание, книга Иисуса Навина. Написано так. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через реку Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилем. Всякое место, на котором ступят стопы ног ваших, я даю вам. Как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана, всего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хиттеев, и до Великого моря, к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так и буду с тобою. Не отступлю от тебя, не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И Господь, знаете, подводит такой, знаете, в конце итог и говорит этому человеку, сегодня Господь говорит это нам, все, что тебе нужно черпать с твоего источника, все эти знания, воспитание детей, отношения мужа с жены, отношения в церкви, отношения к руководителям, отношения к работе, отношения к труду. Господь говорит одно: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, и не ужасайся, ибо я с тобою. Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь». Господь подвел такой итог Иисусу Навину и сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь». Так и мудрость, говорит в книге Сираха, все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Яковом. Он насыщает мудростью, как фесон, и как тигр во дни новин. Я говорю к тому сегодня, чтобы мы видели ту милость Божью к нам, ту милость, что иногда бываешь, забываешь, насколько Бог милует тебя, что ты вообще знаешь правильный путь, и ты знаешь те законы, и ты знаешь Бога, и ты знаешь церковь, в которой Бог открывался, и которую Бог сотворил, которую Бог создал. И бывает в жизни такое, что ты уже как-то халатно начинаешь где-то относиться. Поэтому мы должны все больше и больше понимать и знать, что Господня милость сегодня над нами велика. И для того, чтобы нам сегодня дальше проживать, видеть те радости, видеть ту милость Божью, мы должны во всем, как написано в книге Иисуса Навина, да не отходит вся книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. Вот Господь подтвердил не просто так. Мы всегда знаем, что ни случись в нашей жизни, радость, проблемы, какие-то недовольства, горе, еще что-то, мы что делаем в первую очередь? Мы сразу открываем Священное Писание и ищем там ответы. Поэтому дай нам, Господь, сегодня мудрости искать эти ответы в Священном Писании. А для нашего назидания сегодня хочу прочитать ту книгу Сираха, 24 главу, которая говорит о той мудрости, и где она берется. Стань наш мой. «Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе, и в племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чем наследие водворится мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне:
покойное жилище, и сказал: поселись в Якове и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред ним во святой скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане, и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Вингаде, и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась, как корица и аспалав. Я издала ароматный запах, и как отличная смирна распространила благоухание, как халвани, оникс и стакни, и как благоухание ладана в скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви ее, ветвы славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произвращающая благодать, и цветы мои, плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Ибо вспоминание обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Ядующие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающие меня не постыдятся, и трудящие со мною не погрешат. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Яковлевым. Он насыщает мудростью, как Фесон, и как тигр во дни новин. Он наполняет разум, как Ефрат, и как Иордан во дни жатвы. Он разливает учение, как свет, и как Ион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее, не исследует ее также и последний. Ибо мысли ее полнее моря, и намерения ее глубже великой бездны. И я, как канал из реки, и как водопровод вышла в рай. Я сказала: полью мой сад и напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем. И буду я сиять учением, как утренним светом. И далеко проявлю его, и буду изливать учение, как пророчество. И оставлю его в роды вечные. Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих премудрости. Аминь. Мы будем петь 41-й псалом. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Тебе, Боже,
встанем на ноги наши, будем петь 110-й псалом. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим. Правил ты в собрании.
арцелей свели закономеста для настаницы. Возлюбленные Господом братья и сестры, я бы для нашего назидания хотел бы прочитать послание от Иакова, 1 главу. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем и без упрека, и дастся ему. Но да просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушается трава. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слово, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыв, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Аминь. Слава Богу Вышнему. Человек
братья и сестры, мы с вами будем сейчас пред нашей молитвой петь 120-й псалом. Это такой псалом, который говорит, как Господь нас хранит, как Господь нас оберегает, как Господь воочию дает свое благоволение и защиту, и в тени крыл Господних мы с вами покоимся. Мы с вами уходим на очередные дни, 6 дней нашей жизни, в это время войны, небезопасного времени нашей жизни на этой земле. Мы видим руку Господню и желаем, конечно, над нами, и желаем, конечно, дабы Господь и впредь хранил нас и оберегал нас. И еще я хотел обратиться к церкви и сказать, что сейчас такое время отпусков, дети вот едут одни в лагерь там какой-то, другие выезжают, приезжают, такое вот активное перемещение. На следующей неделе мы с сестрой Аллой, с Наташей, с Галиной, с детьми едем в Грецию на 1,5 недели и по работе, и в отдыхе. Брат Марк с семьей едет тоже на отдых на 10 дней. И находится наша сестра Рита, сестра Оксана с ребенком находится в отдыхе, и в Донецке братья перемещаются. И я призываю нас, дабы мы в молитве обратились к Господу, дабы Господь благословил наши вхождения, выхождения, благословил наши труды, защитил нас, помиловал нас. И Господи Боге только наша защита. Ни один военный, ни одна сила не защитит так, как защищает и милует Господь. И я прочитаю несколько стихов с этого псалма. «Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь». И мы своей жизнью свидетельствуем, что это воистину так, что Господь хранит и в вхождениях, и в выхождениях. Господь хранит и от беды, и от злого человека, хранит и в дороге, и в нахождениях, где кто бы ни находился. Да будем мы всецело верять свою жизнь в Господние руки и просить у Бога, дабы Господь не оставил нас по милости Своей святой. И в этой молитве в конце служения мы попросим благословения, дабы Господь сохранил, повторяю, защитил во всех местах пребывания нашего. Встанем на ноги наши и будем петь 120-й псалом. Откуда придет помощь?
Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца